Крым, он разный. Для каждого он вот какой-то свой. Для меня, несмотря ни на что, это все равно вдохновение. Я сюда и приезжаю, чтобы зарядиться, чтобы вдохновиться. Горы, наша природа, она вечная, и она нас подпитывает. В один миг, в одну ночь все может измениться. Нам остается продолжать любить наш Крым, лелеять, развивать его, превратить в тот рай, которым он должен быть. Неля, привет! Мне надо чего-нибудь вкусненького к пикнику и красивого. Что-то? Так, абрикосов хочу. Сколько тебе? Ой, давай по полкилограмма, но мы лучше разненького наберем. Чуть-чуть черешенки. А местных персиков нету еще? А мы уже ели. Вкусные вот такие. Вот такие, но такие вкусные, как будто из двора родного. Так, черешни полкилограмма. Так, а клубничка? Как? Клубника местная, малина местная. Так, лучше клубнику. Это холмовская? Отходит. Нет, домашняя. А отлично. Вот один судочек, да. Все, давай, давай, пока, спасибо. Ой, это семейная традиция, на самом деле, сколько я себя помню. Это от дедушки, и он приучил всех своих сыновей, их 4 родных брата, еще двоюродный, но который вырос вместе с ними. Мы всегда считаем, что их 5 братьев. Он собирал всех детей, внуков и вывозил каждые майские праздники в свое родное село у подножия Топи-Кермена. И мы потом обязательно все делали восхождение наверх, сколько мы были маленькие, а там довольно сложный подъем. Вот, поэтому это было всегда. И когда Харбабашки не стало в 2014 году, мы не просто продолжили эту традицию как дань его памяти, мы ее немножечко еще расширили, и каждый год мы открываем для себя какие-то новые места. Еще интересный элемент нашей семейной традиции, вот этой пикниковой, последние, лет, наверное, 7 точно так получается. Каждый год у нас минимум +1 новый человек. Это или кто-то женится или выходит замуж, или у кого-то рождается малыш. В этом году нас было 44 человека. Да, это вот самые близкие, двоюродные, вернее, родные братья, двоюродные уже их дети, их внуки. Вот. Не хватало только бабашки. Вот. Но у нас малышка, Эмине наша, это сестры младшая дочка, она, после того, как его вывезли, она на каждый наш пикник, даже не на семейный, а вот просто мы выезжаем, она надевает футболку с его изображением, который мы делали на суды.
Это вот ребенок, ей сейчас 7, она начала это где-то с 5 лет делать. Харбабака так тоже будет с нами. И мы обязательно, когда собираемся все, мы там папе позвоним, сделаем там фотографии, отправим. Это традиционное мое селфи на фоне всей большой семьи. Вот, это очень хорошая традиция, и я думаю, в каждой семье вот из 5 братьев пытаются привить детям, чтобы эта традиция, и после них тоже продолжалась. Запах родины иногда спрашивают, вот для меня это чебрец, потому что он есть на всех наших склонах. Вот. Лаванда это такой сезонный запах, вот конец июня, начало июля. Раньше еще работал в городе этот эфиромасличный завод, где эту лаванду обрабатывали. И вот в конце июня обычно просто весь город, он настолько пропитывался ароматом лаванды, и это было очень круто. Детство в Бахчисарае – это такие отдельные приятные воспоминания, когда я помню, мы собирались там всей гурьбой с ребятами, соседями с улицы, кто что приготовил, знаешь, там кто-то яйца отварил, кто-то картошку взял, там огурцы, подстилочку, и у нас пикники. Вот эта любовь к пикникам, она реально идет из детства, потому что по нашей горе можно дойти практически до уровня Чуфут-Кале и наблюдать все эти виды. То есть детство прошло, прям в очень красивом месте. Листья малины и смородины для чая, потом лаванду дома расставишь там по шкафам, по вазочкам. И вот этот вот запах, знаешь, кусочки Крыма, и он как-то греет душу очень. Мы приехали смотреть на мою родную улицу, где я родилась, выросла, где, кстати, родилась газета «Авдет». Это отдельная история, потому что она основывалась у нас во дворе. И мое детство прошло в редакции, вот, со всякими интересными людьми, которые иногда до сих пор встречаются, разные там активисты национального движения, старые журналисты. А мы тебя, говорит, вот такой вот маленькой помним, ты в редакции лазила. Вот это вот мой мир, действительно мой мир. В ту сторону вот эта гора называется Коян-Кая, та дальняя Топ-Кая. На ней во время первой аннексии стояли пушки, направленные на Хан-Сарай. Это как бы уже выход из нашей долины. Ашлама-Дере, Мерьем-Дере, там вдали Чуфут-Кале видны Кинасы караимские. А вот это вот, где очень много сейчас красных крыш и стройка, там стоял наш дом. Мы, к сожалению, его вынуждены были продать, когда мне нужны были деньги на лечение. Вот там на первом этаже родилась газета «Авдет», вот в той времянке. Это было лето 90-го года, когда ее бабашка, еще несколько людей придумали эту газету. Первые номера печатались не у нас дома, а на той стороне старого города, дома у Сервера Керимова, потому что пока у нас не было возможности ее оборудовать. Но по-моему, с 4-го или с какого-то номера уже редакция находилась у нас дома во времянке, и там Лиля Буджурова работала, еще несколько журналистов, я сейчас, к сожалению, всех не вспомню. И тогда
Каждый выпуск они собирали здесь макеты. Бабашка скальпелем вырезал по каждой буковке, то есть они вручную все это наклеивали, опечатали газету. Здесь ни одна типография не брала. Они ездили аж в Ригу, чтобы напечатать каждый, первые выпуски. Потом уже наладился выпуск здесь, в Симферополе. Потом уже в Бахчисарае типография печатала. И от нас редакция съехала, насколько я помню, это был, наверное, 92-й год. После того, как столица крымских ханов спустилась с Чуфут-Кале, с Кыргьера, столица была там, это еще до постройки ханского дворца, и там Дюрбе первого крымского хана Хаджи Герая, и Менгли Герай, предположительно, там же похоронен. И когда в 2004, если я не ошибаюсь, году там делали реставрацию, там под этим Дюрбе нашли склеп, который был не тронут 500 лет, и в нем обнаружили 18 захоронений, и нам тогда так по блату, потому что бабашка был главой района, нам посчастливилось, мы спускались в этот склеп до того, как его снова ученые взяли образцы тканей, которыми были покрыты эти саркофаги, взяли образцы ДНК из гробов, удивительно, они в гробах были, вот, то есть такие там деревянные гробы, покрыты тканями. Сейчас эти ткани, они выставлялись там в Занджирлы-Медресе, часть была вывезена в Турцию для исследований, вот, и это мавзолей, склеп под Дюрбе, его потом снова законсервировали, и только те, кто знал, где был обнаружен вход, знают, что вот он там есть. Так в экскурсии просто рассказывают. Вот, тогда, да, сделали дува большой и как бы перезахоронили их. И там же в этом комплексе могила Исмаила Гаспринского, потом были перезахоронены еще несколько видных наших деятелей, писателей. Такое очень ценное место, но сейчас там практически не водятся экскурсии, территория такая заброшенная, хотя она и принадлежит заповеднику. Я никогда даже представить себе не могла, что я буду жить где-то не то что за пределами Крыма, за пределами Бахчисарая, потому что у меня такое очень остро локализованное чувство родины, как я говорю. Я не ощущаю себя дома где-то там в Судаке, в Ялте. Это просто красиво, но это не мое родное. У меня вот это вот мой мир, все, что вот сейчас можно видеть вокруг, это мое. Вот здесь я вот прям, я заряжаюсь. Вот для меня кайф — это просто прийти, посидеть где-то на обрыве, полежать на скале, особенно, знаешь, мы стараемся на закате выезжать, скалы очень теплые, и ты просто на них вот это лежишь. И реально вот слово «заряжаться» — это вот именно про Бахчисарай последних лет для меня. Если раньше все это, да, воспринималось как должное, я говорю, вот в этом месте, я была здесь в детстве, когда мы здесь практически каждый день гуляли, потому что наш двор, он выходит с обратной стороны этой лесополосы, и это, считай, задний двор. Там была калиточка, и ты просто выходишь туда погулять с друзьями, там, с родителями, с семьей. Это наш задний двор. Вот, и потом очень много лет мы здесь не были, потому что в школе я училась в Симферополе, потом университет, работа, и как бы, не было времени. А сейчас ты стараешься уже никуда не спешить, и, я говорю, воспринимаешь и ценишь совершенно другие вещи. Наверное, не зря говорят, что только потерявший начинаешь ценить, и здесь, да, слава богу, мы его, да, не до конца потеряли, но сейчас мне нравится даже на Бахчисарай больше смотреть вот так вот сверху, потому что внизу мы наблюдаем как раз вот это вот утрачивание нашей старины. Мы недавно с мамой вышли возле парка миниатюр и решили по всему старому городу аж до Солочка дойти пешком. Заворачивали на разные улочки в поисках старинных крымско-татарских домов. И такая печальная картина, когда в старые дома вставляют пластиковые окна. Эти безобразные газовые трубы, которые изуродовали просто весь город, почему их нельзя закапывать в землю, эти провода,
просто вот так, как паутины замотанные, и ты не можешь ни рассмотреть, ни сфотографировать даже там, где есть этот красивый домик крымско-татарский. И это очень печально, поэтому вот так вот наблюдать сверху сейчас доставляет больше удовольствия. И гуляя по улочкам, я поймала себя на мысли, какие счастливые люди художники, потому что они могут, увидев какую-то деталь, нарисовать только то, что было, что нужно. И поэтому мы сейчас, наверное, не видя Крым так часто, мы его воспринимаем вот через картины художников, а на них нет вот этого уродства современного, есть только красивые старые домики. Да, они есть сохранившиеся, но они изуродованы, изувечены. И это реально очень больно видеть, когда вот здесь вот красивая там арочный проем, и здесь вот этот вот пластиковый квадратик, он мертвый. И есть у нас старинная джами, мечеть Мулла Мустафа, она 17 века, или не, 18 века она, на ней сохранился и минарет, но наш дин-джамиет мы своими руками даже иногда, может быть, несознательно, может быть, от нехватки ресурсов, мы уничтожаем свое, потому что они в эту старинную мечеть опять же поставили пластиковые окна. Ну и, конечно, зачастую это еще связано с возможностями, потому что народу нашему всегда приходится тяжело, и вот это вот момент выживания, что хотя бы сохраним вот так, а потом когда-нибудь, ахча олса, мы сделаем уже хорошо. Но то, что делается временным, оно зачастую остается очень надолго. Грязь не просохла после дождя. Наша семья сюда переехала в конце 1988 года. До этого они после депортации с папиной и с маминой стороны родители попали в Маргилан. Там они поженились, там же родились Зера с Сулейманом. Потом они в 1984 году предприняли попытку переехать, но так как в Крым еще было нельзя, они остановились на Кубани в городе Крымск. Название очень сыграло роль. Там они еще прожили до 1988 года и потом уже, да, переехали сюда. Я родилась в 90-м уже здесь. Детство в Бахчисарае. Дом полный активистов национального движения, инициативников, потому что это такой активный период, когда люди переезжали, искали дома, и нужно было где-то останавливаться. И никто никогда не считал, там, сколько людей в доме, потому что постоянно было, ну вот прям очень много людей. Сознательные годы, это уже, ну, типа годика 4 мне, то, что я уже хорошо помню, это уже папа вице-премьер, то есть я не помню, знаешь, вот этих вот традиционных сложностей жизни в Крыму, потому что у папы карьера как-то так очень стремительно пошла. Выборы в Верховный Совет в 94-м, вот, потом сразу ему предложили пост вице-премьера в нашем правительстве, вот, и как-то, ну, мои воспоминания, это уже там у папы есть водитель, мы ездим в Симферополь к папе на работу, там у него секретарь, ну, в общем, все как-то так мажорно довольно. Вот, потом, да, потом мы переехали в Симферополь, и как бы в школу я уже пошла там. Я только часто ездила к бабушке, это по маминой линии, она жила во Фронтовом, Отаркой. Вот, у нее я, да, проводила все детство, и она там, мы с ней вместе что-то пекли, мятные пряники бабушкины, этот хлеб, знаешь, домашний из печки. Вот это вот просто одно из самых ярких воспоминаний за детство. Ты приезжаешь к ней, у нее всегда есть только что испеченный в печи отмек. И хоть и нельзя есть горячий хлеб, но ты его всегда съедал именно горячим. Маслечко на него намазал, вот этот вот запах потрясающий. Это вот такие вот вкусы, запахи детства.
Я как люблю часто шутить, я говорю, у меня все предки это пещерные люди, потому что их деревни находятся у подножия пещерных городов. Харбабашка по папиной линии – это подножие Топе-Кермена, деревня Шури. Биташка – это подножие Качи-Кальона, деревня Пычхы, Баштановка. Вот. По маминой линии это Каралес, Юхары Каралес, это рядышком с Мангуб-Кале. И у Харбабашки Дуванкой, там тоже относительно недалеко до Эски-Кермена. Поэтому... Опять же, любовь к горам не только потому, что я родилась на такой улице, она еще и в крови. И биташки, они часто рассказывали, как они там собирали хворост в лесу, там у подножия Мангуб-Кале. Да, это дворик Меджлиса. Здесь часто мы приходили в детстве сюда, потому что с 92-го года папа был председателем Бахчисарайского регионального Меджлиса. Вот. Потом, когда были какие-то выборы, здесь всегда были штабы наших местных кандидатов, депутатов. Вот. Здесь там какие-то общественные организации крымско-татарские заседали. Первый этаж, там несколько комнат. И организация Совет учителей, которая открывала национальные школы. И у нас в Бахчисарае и помогала открывать их в других районах. Они тоже базировались все здесь. Это вот все старые. Здесь вот видны даже старые окна. Здесь их хотя бы на втором этаже не меняли. Старые кладки каменные. Местный наш бахчисарайский камень, известняк, из которого все наши горы состоят. Старые калиточки. Здесь вот, вся улица практически вот в старых домах. Двери, да, вот эти низенькие. Как правило, туда заходишь, и дворик там уже внутренний. Вот на этом месте, кстати, самая, наверное, известная сцена из фильма «Хайтарма», где было застолье, и потом они танцевали хайтарму. Там, конечно, это названо Алупкой, но снималось это вот здесь, на этом месте. Вот. Ты выходишь утром, и у тебя вот такой вид. Это же просто сказка. У нас в городе не было парка, не было детских площадок, не было, понятно, никаких там телефонов, гаджетов, каких-то игр. Мы гуляли по горам. Вот. Я говорила про собак, сидящих на заборах. Это вот в Бахчисарае нормально, потому что дворы гораздо выше улицы. И иногда, да, ты идешь, собаки могут прыгнуть сверху, могут просто лаять сверху. Да, вот этот чешме, о котором я тебе говорила, раньше он был рабочим. Вот. Здесь, был источник. А вот на этом месте был мой дом. А сейчас я уже, как, знаешь, старики ходят и показывают, вот здесь был мой дом. И они разобрали дом и забор, и вот хотя бы использовали в нижней части. Видишь, вот там кусочек, и здесь кусочек. Дом был небольшой, в нем была всего одна комната, знаешь, вот такая вот длинная одна комната. И мы все жили в этой одной комнате, и гостей принимали, потому что приезжало, очень много людей. Вот, это вот тоже, да, камни из моего дома. Надо какой-нибудь камушек спереть домой. Это же камень от моего дома. Вот, заберу себе. Здесь долго жила Тизешка, и, собственно, поэтому мы не смогли построиться здесь, потому что в момент, когда мы были готовы строить дом, они здесь жили, как бы им было негде жить в другом месте, и поэтому мы вынуждены были купить участок и построиться в другом конце города. Так бы, конечно, наш красивый дом стоял бы вот здесь. Но случилось, как случилось, и мой родной дом помог мне выздороветь, потому что, когда мне были нужны деньги на лечение, у нас нашелся покупатель на этот дом. И Саволсен, да. Так что все не зря. Мой дом меня спас, можно сказать, отчасти.
Поэтому, хотя до этого еще задолго были идеи его продать, но я всегда была категорически против, что нет, это мой дом, я когда-нибудь, я там вырасту, у меня будет возможность. И у меня была мечта построить здесь гостиницу. У нас даже уже был проект нарисованный, такой в этностиле. На каждом из ярусов, знаешь, вот так вот по краешку двора небольшие такие номера, домики, чтобы не портить ландшафт. То есть все было вписано в ландшафт. А люди вот решили построить большое, и ландшафт просто уничтожили. 8 ярусов был двор, теплицы с тюльпанами. Тут просто каждую весну, потом уже теплицы мы убрали, потому что мы этим не занимались. Вот. Но луковицы были в земле, и оно просто росло, и не ухаживать за ними не нужно было. И черешнево-персиковый сад на каждом ярусе. Мы ели прямо с дерева. Персики эти переспевшие, помню, ты выбираешь самый спелый. Там из него обязательно вылезет какая-то жучок вот с такими там клещами, который щипался. Ты его там смахнул, почистил. И ты стоишь под деревом, у тебя все течет по рукам. Ты просто потом к колодцу пошел, помылся. В колодце была потрясающе вкусная вода. Вкусная была ледяная, колодец глубокий. По-моему, 27 метров, если я не ошибаюсь, такой очень вымощенный, весь внутри камнем вот таким же местным выложенный. И горлышко из цельной скалы выдолблено, где-то метр, наверное, в диаметре. Он просто из цельной скалы. Как его туда принесли, кто его сделал, ну, я не знаю, какой он давности, но вот именно вот таких из цельной скалы я много встречала у нас по долине. Так что... Да, такая ностальгия. Ну ладно, достроят отель, приеду. Приеду на открытие. Çalıştıralar. Sevmeyedim ama çalıştıralar yavaş yavaş. Vay. Yaxşımız, уже bir kundan qaytacağımız. Anam ne kımızı varacağımız babamız birozi. 2 aydan beri birozi. Anam 4 ay kelgenden oldu. Уже qaytacağımız. Sıcakların yaxşı keçiresiz. Давление. И вода оле. Где сух, где sıcak. Лиля, Ташечка, селям алейкум. Да, ему именно заказывают оттуда. Селям алейкум. Пожалуйста. Селям алейкум. Дайте визиточку, работайте. Да. Сейчас будем проходить наш мусафирчик. Байрах на месте, самое главное. Это наш джами. Он долгое время очень был закрыт. В советское время здесь был клуб, потом был склад, были дискотеки, был кинотеатр. Потом оно очень долго стояло закрытое. Вот. И только потом в 2013 году братья Умеровы профинансировали и восстановили. И тогда таким открытием для всех было, что там сохранились вот с лицевой стороны старинные росписи. Они были не уничтожены, а просто облицованы плиткой. И ее вскрыли, и открылась вот эта вот вся красота. То есть вот с этой стороны резьба, вязь, она, ну, аутентичная. Это тоже мечеть, ну, максимум века 18-го, если не раньше. Она была одной из самых больших в Бахчисарае. Орта Джами, оно считается в центре, потому что вся эта улица, это была ремесленная такая улица, была здесь куча лавок, мастерских. И это на старых фотографиях, ну, много очень изображений. Но тогда, конечно, здесь было много минаретов. Здесь сейчас мы будем проходить дальше, как минимум еще 2 места, где не сохранились мечети. Здесь здание, дом Пачаджи. Это один из караимских деятелей начала 20 века в Крыму. Это был его особняк. И здесь на 2-м этаже у нас ЗАГС, он до сих пор здесь. А на 1-м этаже долгое время, с 90-х и вплоть до осени 2014-го располагался наш Бахчисарайский региональный меджлис.
В 94 году мама стала заниматься сувенирами. Первый лоточек стоял вот на этой площадке, вот, которая сейчас загороженная и заросшая. Вот. Потом много лет лоточек был внутри, во дворе в Ханском дворце. Сувениры, крымско-татарские мастера, крымские мастера. Вот. А когда был уже художественный салон, я там не работала, но я всегда была рядом с Анашкой. Я так любила ездить, особенно к художникам, когда она ездила за товаром. И сейчас все эти знакомства, я понимаю, что они мне до сих пор в каждой моей работе, они мне очень даже кстати, что я работала в туристско-информационном центре, я могла рассказать про наших мастеров. Потом я 3 года работала в Ханском, и у нас с мамой, мой был кабинет, а у нее соседняя дверь, это был ее художественный салон. Вот. И потом уже работая в Крымском доме, вся информация и все знакомства с мастерами, они очень пригодились. Это очень круто. Я люблю творческих людей, и я вот заряжаюсь, общаясь с ними. Ну, бывая у них в мастерских, это особенно. Да. И сейчас мы как раз направляемся в одно из любимых мест Бахчисарая. Оно появилось относительно недавно, если не ошибаюсь, в 2015 году. Вот, это Дервиш Эве. Это наши старые узенькие улочки, где там очень сложно разминуться 2 машинам. Есть еще более узкие улочки в Бахчисарае, которые вообще, по сути, улица – это лестница. Вот на той стороне ущелья много таких улиц. Это просто такие, знаешь, козьи тропки, состоящие из лестниц. Но это полноценные улицы, там есть адреса, там есть номера. Вот. Гулять по ним, конечно, очень круто. Ну и виды шикарные. И здесь этот старый сохранившийся крымско-татарский дом, которому там около 200 лет. Вот. Известный дворик, в нем в 90-е была кофейня. Потом какое-то время он был закрыт. Потом он стал популярным после фильма «Хайтарма», потому что дом Амедхана снимали именно здесь. Вот. Ну и, конечно, лучший вид на Ханский. Правда, Ханский сейчас не в лучшем виде, но да, Ханский, конечно, печальное зрелище сейчас. Я все не могу настроиться. Я и в этот приезд хотела, думаю, так, я настроюсь, я зайду на экскурсию, я хочу пройтись по маршруту, посмотреть, что изменилось, что делается. Но я не могу настроиться, зайти. Я знаю, что я расстроюсь, я даже глядя снаружи расстраиваюсь, потому что сняли черепицу, постелили эту непонятную испанскую современную, а под карнизом то, что творится, там все рушится. Теперь здесь, в Соколиную башню всю обернули и не знаю, что там делают. Очень печальное зрелище, конечно, Ханский представляет. Раньше я подзаряжаться ходила туда во дворик. 3 года там работала, и особенно в дождливую погоду, и когда звучал эзан, я всегда старалась выйти во двор и просто посидеть на скамейке, послушать вот этот вот звук. Оно было настолько гармонично. Это вот просто идеальный бахчисарайский звук. Звук эзана и шум дождя. Вот для меня это вот потрясающе было. Такая медитация, наверное, можно ее так назвать. Много интересных проектов мы там делали, пока работали. Но все закончилось в 2014 году. Сначала с мамой не продолжили аренду, ее художественный салон оттуда выгнали. Потом, доработав до конца 2014 года, и меня уволили. Вот. И все, на этом период Ханского в моей жизни закончился. У меня были планы, были какие-то перспективы. И я хотела развиваться именно развиваться в Ханском, развиваться в заповеднике, потому что мне это было дорого, мне это было интересно. И я помню, я когда еще училась в университете, училась на туризме, и там все мои курсовые, они были связаны с туризмом в Бахчисарае. И там преподаватели всегда надо мной шутили: ты, говорит, о чем-нибудь, кроме своего Бахчисарая, вообще можешь думать или говорить?
разное было, но Бахчисарай — это, конечно, такое бесконечное вдохновение. Но я надеюсь, что когда-нибудь все изменится, и я вернусь еще в Ханский. И смогу там поработать и принести какую-то пользу, лишь бы было куда вернуться, пока они только целенаправленно все уродуют и уничтожают. Очень грустно за него. И когда наши активисты бьют тревогу, что Ханский надо спасать, его действительно надо спасать, но как, если у нас нет туда доступа? Вот. И поэтому в Ханский я давно не хожу. Я хожу в Дервиш-Авын и застреваю здесь на 5-6 часов. Помню, когда они только открылись, приезжают какие-то гости. И я думаю, мы зайдем сюда, зайдем туда, пойдем в Ханский. В общем, такая обзорная экскурсия по Бахчисараю. Но ты заходишь сюда и остаешься здесь. Потому что это атмосфера, Рустем Ага со своими рассказами, отличный музей. И вот сейчас еще дополнилось все хорошей кофейней. Салям алейкум. Утро без кофе — это не утро. Вот здесь в Крыму я могу по 5 и по 6 раз в день выпить кофе. То есть утренняя кружка, она всегда большая, с молоком, а потом в течение дня маленькими можно догоняться. Я больше люблю, конечно, травяной чай. Поэтому для меня там собрать трав и самой намешать что-то, не купленные вот готовые сборы. В Киеве тоже я же гостей своих пал. Вот это бахчисарайский чебрец, а вот это бахчисарайские там листья мяты во дворе собраны. И рассказываю, что, откуда. И много друзей, которые никогда не были в Крыму, и ты им все рассказываешь, показываешь. Ты им сварил кофе в Рустем Агашкином красивом джезве. Вот вы там вместе, мы там иногда кукинг-клабы устраиваем, готовим что-нибудь вместе. Вот ты там янтых вырезаешь чигарыхом или скибиной, или опять же Рустем Ага. Что-то рассказываешь, это такая культурная дипломатия во всем. На самом деле я узнала о болезни в такой очень насыщенный период своей жизни. Это закончился отцовский процесс, его вывезли в Киев, у меня там закрутилось работы, съемки, прямые эфиры, видеоблоги. И я не из тех людей, которые там что-то заболит и идут к врачу. Вот пока совсем не шарахнет, к врачу мы не ходим, как-то вот, наверное, во многих крымско-татарских семьях так. Вот. А здесь от моего первого посещения больницы, просто так, вот что-то вот здесь вот там мне не очень нравится, давайте посмотрим. Все закрутилось в один день, шок в глазах врачей. В этот же день меня отправили на биопсию. Через 2 дня заведующий отделением пригласил меня огласить мне результат.
Они тогда сразу сказали, говорит, ну приди с кем-то, не приходи одна. Ну я ж такая, как это я? Взрослая, сильная и независимая, как это? Зачем я пойду с кем-то? Я всю жизнь обеспечиваю, как бы сама решаю свои вопросы. И я пошла одна, они мне сказали, как-то так, знаешь, очень хладнокровно, рак и как, ну вот, даже, нет, даже не так. Он мне сразу начал говорить, ну, то есть наш протокол лечения. Вот мы сделаем пару химий, потом операция, у тебя рак. Ну, то есть вот так, вот, знаешь, очень холодно, очень сухо. У меня был такой шок. И я вышла из кабинета, ну, там пару минут посидела, я вызвала такси. И ты знаешь, у меня не было ни слез, ничего, просто, знаешь, шок, такая вот пустота, знаешь, как вот говорят, землю выбили из-под ног, и ты просто такой в шоке. Я зашла домой, и тогда мама, спрашивает, ну, что сказали? И я ей также хладнокровно, я смогла выдавить из себя только одно слово. У мамы, конечно, была истерика тогда. И, ну, реально родители, наверное, переживали больше, чем я, потому что, ну, осознать было очень сложно. Ну, как это? Я ж, ну, типа, молодая, здоровая, какой рак, откуда? И так там было столько испытаний в жизни уже, потому что, я говорю, папин процесс, ну, очень тяжело мне давался. Вот, ну и, видимо, как раз это последствия вот в это и вылилось, в болезнь. Вот. И потом очень быстро, я говорю, нашлись люди, которые помогли организовать обследование в Израиле, помогли с финансированием, за что мы им очень благодарны, потому что, ну, они меня вытащили с того света. Мы приехали туда, сделали еще одни обследования, там оказалось все еще гораздо хуже, чем мне сказали здешние врачи. И буквально вот это все в течение месяца. И мы приступили к химии, 8 курсов химиотерапии, операция. Я летала в Израиль каждые 2 недели. Вот. Вставала с капельницы и ехала сразу в аэропорт, и все остальное уже переносила дома. Но в этот период в моей жизни появился Крымский дом. После 4-й химии я нашла себе работу. Это была уже 2-я работа, потому что Крым Реалии я не бросала, сделала тайм-аут на какой-то период. И после 4-й химии, в перерыве между 4-й и 5-й, мы сняли еще 3 блога про истории политзаключенных, потому что для меня это была она и есть очень важная тема, которую хочется доносить людям. И у меня осталась еще куча неизданного, необработанного материала. Может быть, когда-нибудь я продолжу, но за тот период, что я не работаю, семей стало раза в 3 больше, к сожалению. Вот. И тогда, да, появилась 2-я работа. Друзья сказали, что тебе нужно что-то более позитивное и созидательное. И вот так появился Крымский дом, потому что это было место такого творчества, и Алим давал полную свободу действий, проектов, фантазий, идей. И это тоже было одним из факторов, которые помогали, знаешь, держаться. Ну и израильские врачи, у них, конечно, совершенно другой подход ко всему, и другой настрой они дают пациенту. То есть ты становишься эгоистом, ты забываешь проблемы всех других людей, ты занимаешься только собой. Ты делаешь только то, что тебе приятно. Так и живу. Ну, не совсем эгоистничать не получается, конечно, не в моей натуре, но поставить себя и свои потребности на первое место они научили. Когда была на первом обследовании, ну, как обычно, ты утром обследуешься, вечером ты сидишь один в отеле, я одна летала, я неделю там находилась, и как бы у тебя очень много времени, к сожалению, много времени все это обдумывать, все это вычитывать в интернете, но начитавшись в интернете, там можно такие себе страшные диагнозы поставить еще дополнительно, и они мне сказали, перестань это делать. И я перестала, я себе накачала каких-то книг, просто лежала, читала книги, вот, и я полностью доверилась врачам, и вот я даже не спрашивала, что они мне делают, какие процедуры, какие там показания, что. Я просто прилетала в назначенное время, но они, как бы понятно, отчитывались перед женщиной, которая помогала мне организовать все это лечение, и потом это она мне сказала, когда мы уже вычухались из всего этого, что вначале тебе больше 3 месяцев никто не давал. Но мы очень вовремя успели поймать болезнь и начать правильное лечение. Вот, поэтому, слава богу, все удалось. Контроль постоянный, конечно, сейчас. И там часть лечения до сих пор продолжается, хотя уже прошло 3 года. Вот.
И была операция, химии, но я старалась как-то, насколько получалось, как-то стойко это переносить и не выпадать из обычной жизни. Старалась не пропускать никакие мероприятия, старалась там по мере сил работать. Вот. Поэтому, ну, окружающие, да, хорошо все относились с пониманием, все поддерживали. Вот. Ну, конечно, родители в первую очередь, потому что они были рядом каждую минуту. Да, и когда на первую химиотерапию со мной летала Эльзара Баталова, потому что мама тогда испугалась. Она говорит, чужая страна, я не знаю иностранного языка, если что-то будет нужно, я даже не смогу какую-то там помощь организовать. Вот, и тогда, да, мы попросили Эльзару, она летала со мной, она потом уже мне рассказывает, у меня, говорит, был такой стресс, когда мы вернулись обратно, потому что, после первой химии было очень тяжело, и она меня еле довезла домой, там, прям очень тяжело, и быстрая очень реакция пошла. И врачи потом даже говорили, что мы такую быструю реакцию за свою карьеру, там, 20-летнюю, мы, может быть, второй, третий раз видим. Потому что они мне сказали, ты спокойно долетишь домой, реакции начнутся там на третий, на четвертый день. У меня началось через 3 часа, мы еще были в отеле, мы не успели даже выехать. У меня тогда, да, там таксист практически там донес на руках до машины, отвезли до аэропорта, там инвалидная коляска. И тогда, да, наши бортпроводники МАУ, они мне там какой-то свой отдельный резервный ряд выделили, там положили. В общем, как-то хорошие люди попадались на пути. И вот Эльзара, да, меня тогда довезла домой, Эльмирка встретила. В общем, все друзья были рядом. А потом все остальные уже, мама со мной летала, уже как бы мне было попроще. Я своими ногами прилетала, потом, я же говорю, вставала с капельницы и улетала. Были моменты очень тяжелых химий, капельницы по 9 часов, там, где просто так трусило и колбасило, они тут же там вливали кучу обезболивающих. В общем, это было тяжело. А потом перед операцией я еще раз приехала в Крым. Я после 4-й химии. Мы тогда организовывали посольский прием в Литве. И вот тогда и сель с усиином возили, там программу делали. Я как бы в организации непосредственно участвовала, но полететь не смогла, потому что у меня в эти дни была химия. Вот. И мы вернулись оттуда, и я маме говорю, я хочу домой. И мы тогда, не сказав никому, мы наняли машину и приехали. Утром зашли к сестре, а они знают, что едет мама только. Никто не знал, что еду я. У детей была такая истерика, у племянниц. А я ж, лысая, все, утром мы в 4 утра приехали, зашли к ним. И малышка говорит, я что, сплю? Это мне снится, Тизека приехала. Да, и тогда столько людей приходили проведать. Вот у меня была потребность, знаешь, мне нужно было для следующих этапов, мне нужно было силы где-то почерпнуть. Вот, потом также перед операцией, то есть, чтобы настроиться на что-то серьезное, мне нужно сюда. Вроде бы банальные фразы, что ты начинаешь ценить каждый миг, ты по-другому смотришь на вещи, но оно действительно так. Для тебя просто, я говорю, там, не знаю, пение птиц, ты утром проснулся, какое-то хорошее настроение, это уже счастье, потому что ты понимаешь ценность жизни, потому что ты уже слышал в своей жизни фразу «тебе осталось жить 3 месяца». И поэтому ощущается все совершенно по-другому. Это ценность, наивысшая ценность, и мы должны использовать ее с пользой,
Но я стала по-другому относиться. Если раньше главным приоритетом была карьера, какие-то достижения, сейчас это ощущения, это эмоции. И поэтому я чаще стараюсь куда-то выезжать, общаться только с приятными тебе людьми. Если какой-то малейший дискомфорт, я стараюсь как-то дистанцироваться от этих людей, потому что не хочется засорять свою жизнь чем-то, что тебя огорчает, что как-то вносит какой-то тебе негатив, какой-то разлад в твою внутреннюю гармонию. Вот слово «гармония», оно вот реально появилось после болезни, потому что приоритеты изменились. И как друзья шутят, ты, говорит, таким гедонистом стала. Тебе главное навести красоту и вот это вот медленно смаковать какие-то вот эмоции, ощущения. Это стало очень важным. Все остальное отошло на второй план. Вся борьба, карьера, какие-то проекты. Да, это все хочется делать, это тоже. Но если у тебя не будет вдохновения и вот этой твоей внутренней гармонии, то и результатов не будет таких. Поэтому приехать сюда, подзарядиться, это вот просто must-have для каких-то дальнейших свершений.